Паноптикум буквально переводится с греческого как «пространство, в котором видно все». Сейчас чаще употребляется в переносном значении. Музей, коллекция разнообразных, необычайных, причудливых предметов. Иная идея паноптикума связана с проектом идеальной тюрьмы, предложенным английским философом Еремией Бентамом в конце XVIII века. По словам самой художницы Миланы Гварамия, каждый человек является заложником собственных мыслей и фантазий, которые только он и может в полной мере обозревать. Паноптикум является дебютной выставкой Миланы, пожеланием которой было, чтобы она проходила на ее родине, в Абхазии. Несмотря на то, что она получила приглашение от Сочинского государственного музея выставиться именно в его стенах. Это родина моего отца, это родина моей матери. Я считаю, что все, что человек делает, он должен делать для своего дома. Я себя никогда не хочу позиционировать как российский художник, как любой другой художник. Я с Абхазии, я считаю, что начинать нужно у своих истоков. И для меня это очень важно, так сказать. Мне предложили провести выставку в Сочинском государственном музее, но я отказалась, так как я посчитала нужным и правильным сделать это здесь и сейчас. Сложно сказать, к какому именно художественному направлению можно причислить полотна Миланы. Возможно, первое, на что обратит внимание зритель, это символизм каждого полотна, сопряженный с сюрреалистической парадоксальностью форм. Данная неопределенность связана, скорее всего, именно с творческими поисками художницы. Сама же она, хотя пока что не уверена, но причисляет себя к художникам-декадентам, которым свойственен отход от общественности, повседневной жизни и отрыв от реальности. Одной из центральных тем ее творчества являются мотивы небытия и смерти, отрицание исторически сложившихся духовных идеалов и ценностей. Милана признается, что каждая картина ей по-своему дорога. И в каждую картину она, естественно, вкладывает всю душу. Однако эту картину под названием «Розовый кварц» молодая художница все-таки решила выставить на аукцион. Все вырученные деньги от продажи картины на аукционе пойдут в благотворительный фонд Ашана на лечение тяжело больных детей. Упомянутая картина была продана на аукционе за 150 тысяч рублей. И эти деньги пойдут в копилку культурно-благотворительного фонда Ашана. Помощь в организации выставки здесь, в Абхазии, оказала Адиса Цикутания. Она с радостью откликнулась на предложение. Ко мне обратились с просьбой помочь в организации данного мероприятия. Я, естественно, не могла остаться в стороне, поскольку это мероприятие носит благотворительный характер. И для меня является большой честью быть причастной к такому делу. Мероприятие посетило большое количество людей, среди которых политические и общественные деятели, узнаваемые в стране лица и просто ценители и любители искусства. Посетителей выставки покорил талант юной девушки, у которой еще даже нет соответствующего образования. Я не специалист, но посмотрев эти картины, я убедился в том, что поле деятельности для нее в Абхазии огромное. Сколько ярких лиц наших и молодых, и стариков, и особенно стариков. Я думаю, что в будущем в ее лице мы будем иметь хорошего профессионала. Тем более, что она в этом году поступила в магистратуру МГУ. Художник Адгур Ампар считает, что юной художнице удалось установить тут тонкую связь между причудливыми персонажами на картинах и зрителем. А это удается далеко не всем, что, несомненно, говорит о ее таланте. Мы все обнаружили в ней талант художника, да, она может и умеет касаться каких-то глубинных вещей и каких-то скупа, тем минимальной палитры изображать какие-то интересные вещи. Но мы считаем, что ей необходимо дальнейшее образование, как всем нам, да, дальнейший труд. Я думаю, что мы все порадуемся теми работами, которые через какое-то время она снова выставит на наше всеобщее обозрение. Выставка будет открыта в Центральном выставочном зале города Сухум до 22 августа. И любой желающий сможет погрузиться в атмосферу паноптикума, такого, каким его видит Милана Гварамия. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.